Капитальный ремонт в Национальной библиотеке Коми идет полным ходом. На сегодня внутренние работы выполнены уже на 65–70%. Начался ремонт и с наружной стороны. Строители разобрали половину кровли и сейчас отбивают старую штукатурку с фасада. В ближайшее время предстоит замена входной группы и ремонт крыльца. Рабочие трудятся с утра до позднего вечера. Все для того, чтобы успеть закончить объект в срок к юбилею республики. Сегодня ход работ оценил министр культуры Сергей Емельянов. Елена Кононова расскажет подробнее. Все перегородки, все стены, все межкомнатные перегородки, все уже установлены, то есть в полном объеме. Здесь библиографический отдел планируется. Руководитель Ленинки инспекцию водит по уже преображенным помещениям. За 9 с небольшим месяцев здесь многое поменялось. В фондохранилище, например, уже полностью залиты бетонные полы, выложены керамогранитом. Установлена система газопожарного тушения. По всему же зданию провели инженерные коммуникации, канализацию, отопление, водоотведение, а также компьютерные сети. Сегодня идет отделка стен черновую, замена окон, начинается монтаж светильников. Рабочие готовятся к прокладке вентиляции и установке сантехники. Ежедневно здесь трудятся от 40 до 60 человек. Шум инструментов в здании не умолкает до 10 вечера. Надо успеть сдать объект к юбилею республики. Не всегда все идет по графику. Когда ударили морозы, например, специалистов, выполняющих уличный ремонт, пришлось направить на внутренние работы. Тем не менее, как только погода смелости, подрядчик приступил к замене кровли. Вокруг фасада выстроили леса. Здесь рабочие отбивают старую штукатурку. Новую наносить будут уже в теплое время, а затем начнется благоустройство территории. Проект благоустройства сейчас перерабатывается, потому что проект благоустройства был выполнен в составе проекта в 2014 году и документация актуализировалась. Вот, сейчас проект перерабатывается, у нас есть проектировщик, мы тесно работаем с администрацией города Сыктывкар, делаем в едином стиле, в единой концепции. Конечно, все, что попадает под объект охраны, будет сохранено и отреставрировано. Та же лепнина, например, или скульптура Ленина. Она надежно укрыта в ящике. Проблематично было такое здание наполнить современной начинкой, говорит Алексей Просужих, чтобы провода не торчали и не портили вид. До реконструкции здесь было чуть больше 30 розеток. Теперь их около 200. Вы знаете, самое страшное позади уже на самом деле. Сейчас уже строители переходят, по сути дела, уже к отделочным работам. И дальше уже просто будет все держаться на энтузиазме тех работников, которые сегодня трудятся в Национальной библиотеке, потому что все работы после строительной сдачи объекта уже ложатся, конечно, на наши плечи. Все работы будут закончены в срок, в этом нет сомнений. Но не это самое главное, отмечает директор. После сдачи объекта коллектив опять ждет великое переселение. Сотрудникам библиотеки предстоит перевести большой объем фонда, почти 200 тонн книг. Это 877 тысяч экземпляров. Только шпагата, чтобы упаковать ценный груз, надо 60 километров. Считали, когда переезжали перед ремонтом. А еще в обновленное здание нужно будет приобрести новую мебель. На ее расстановку тоже уйдет немало времени и сил. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.